Сәлем оқушылар, бүгін орыс тілі оқулығынан 7-ші сабақты түсіндіретін боламын. Келесі шығатын сабақтардан қалмас үшін мен арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңдар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз природу нашу береги. Восстановите текст. Как вы понимаете смысл данного высказывания? Дерево, трава, цветок и птица не всегда умеют защититься. Если будут уничтожены они, на планете останемся одни. Упражнение второе. Прочитай выразительно текст. О чем говорится в тексте? И лес, и поле, и река, и болото – это природные системы, природные зоны, а по-другому их еще можно назвать экологические системы. Все они отличаются тем, что у каждой экосистемы свой растительный мир, свои условия для жизни тех, кто обитает в этой природной зоне. В экосистеме все связано. Нарушишь что-нибудь одно, и все исчезнет. Упражнение 3. Ответь на вопрос и выполни задание. Найди в тексте местоимение. Местоимение в тексте «они», «свой», «кто», «этой», «все», «что-нибудь». Второй вопрос. Чем отличаются экосистемы? Экосистема отличается тем, что у каждой свой растительный мир, свои условия для жизни тех, кто обитает в этой природной зоне. Выбери картинки, на которых изображены экосистемы. Экосистемы изображены на картинках поле, горная река. Осылай жауабын астына жазамыз. Упражнение 4. Объясни, что показано на этой схеме. Найди предложение в тексте, которое соответствует схеме. Бұл схемада на схеме показан круговорот воды в природе. Найди предложение в тексте, которое соответствует схеме. В экосистеме все связано. Нарушишь что-нибудь одно, и все исчезнет. Упражнение 5. Запиши новые слова, используя орфографический словарь с помощью учителя. С любым из них составь предложение. Прочитай полученные предложения. Экосистемы, болото, обитает, природа. Природа нашей планеты удивительна и многообразна. Упражнение 6. Создай высказывание на тему «Природу нашу береги». Используй пословицы на экологическую тему и местоимение. Одно дерево срубил, посади 40. Большое дерево и от солнца, и от ливня укроет. Кто рубит лес, тот сушит места, гонит от полей тучи и готовит себе горе кучи. Где много пташек, там нет букашек. Сломать дерево – секунда, вырастить – года. Мы должны беречь нашу природу, потому что она дарит нам жизнь и красоту. Как говорится, сломать дерево – секунда, вырастет – года. Поэтому мы должны ценить каждый росток и каждое дерево. Одно дерево срубил, посади 40, чтобы восстановить то, что было утрачено. Помните, большое дерево и от солнца, и от ливня укроет нас, а кто рубит лес, тот сушит места, гонит от полей тучи и готовит себе горе кучи. Мы должны заботиться о лесах, ведь где много пташек, там нет букашек, что говорит о важности сохранения биоразнообразия. Наша природа – это наш дом, и мы обязаны его защищать для себя и будущих поколений. Осылай осы түсінікті айтуларыңа болады. Упражнение 7. Рассмотри диаграмму. Расскажи, что ты можешь сделать для сохранения окружающей среды, опираясь на цифры от большого к меньшему. Бережно используй воду 30%. Не бросай мусор 20%. Не рви цветы 15%. Не ломай ветки деревьев 15%. Подкармливай птиц 15%. Сажай деревьев и цветы 5%.
деп осылай жазып шығамыз. Сонымен бүгінгі сабағымыз бітті. Сау болыңдар.